Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. В личной библиотеке своего отца я нашел вот такой вот журнал. Называется «Советский Союз», выпущенный в 1984 году. На первый взгляд это обычный журнал тех времен. Но есть там для курдов очень интересный материал. А именно на 46 и на 47 страницах иллюстрирована напечатана курдская народная сказка «Али Богатырь». С помощью своих друзей мы подготовили вам видеоверсию этой сказки. Курдская народная сказка «Али Богатырь». Давным-давно, говорит сказка, жил человек по имени Али. Силу он имел громадную, мог руками железную палицу согнуть. Али был углежогом. Он ходил в лес, валил деревья, сжигал их, а уголь продавал в городе. Так кормил себя и жену. Все было хорошо, но был Али труслив. А тут однажды дурной сон приснился, будто волк его в лесу растерзали. «Не пойду больше в лес», — стал говорить Али жене. «Давай покинем эти места». Жене надоели жалобы, и она согласилась. Продали они домик, положили вещи на осла, не забыли и старую саблю Али. Долго ехали, устали и остановились отдохнуть на лугу. Али заснул. А луг этот принадлежал падишаху той страны. Недалеко и его дворец находился. Видит он из окна на его лугу незнакомые люди. Рассердился, позвал 10 воинов и повелел: «Свяжите наглеца и доставьте ко мне». Жена Али заметила верховых и подумала: не к добру это. Вышла она им навстречу. «Мой муж, — сказала, — знаменитый Али Богатырь. Одним ударом 10 убивает. Вот его сабля». «А куда путь держит этот славный богатырь?» Он обиделся на своего падишаха. Кто первый его пригласит, тому он и будет служить. Когда падишаху все рассказали, он приказал пригласить богатыря и освободить для него покои в своем дворце. Стали слуги готовиться к встрече. «Я сам выйду встречать великого Али Богатыря», — сказал падишах. Али проснулся, а жена ему говорит: «Грузи вещи на осла, поедем к дворцу. Поглядывай на всех сурово, на вопросы и приветствия не отвечай, только головой небрежно кивай. Если будут называть тебя Али Богатырем, не удивляйся. И поклянись мне во всем повиноваться, а не то я уйду от тебя». Пришлось Али дать такую клятву. Приветливо принял падишах Али. Целый месяц жил Али с женой спокойно. Наконец приглашают его к падишаху. Жена учит Али: «Если тебя попросят что-нибудь сделать, отвечай: я думал, что потруднее, а это детская забава. Больше ничего не говори». Во дворце сидели визири и знатные люди. Али так оробел, что поздороваться забыл. Когда съели плов, падишах обратился к Али: «У нас в лесу объявился страшный медведь. Возьми 100 воинов и избавь нас от него». «Великий падишах, я думал, ты велишь мне выполнить что потруднее, а это детская забава». А дома схватился за голову. «Надо убежать из этого города». Жена успокоила его: «Иди, куда тебе велено. Ты не один будешь, а с целой 100 воинов. Не пойдешь, сегодня же покину тебя». На следующий день Али во главе отряда направился в лес. Воины устроили засаду, а сам Али остался один на полянке, где появлялся медведь. Али забрел в чащу и вышел прямо на медведя. В мгновение ока забрался на дерево, но сук подломился под ним, и упал Али прямо на спину зверя. На рев медведя сбежались воины, опутали его веревками и живого потащили в город. А сам великий богатырь так и въехал в столицу верхом на медведе. Скоро пришла новая весть. Громадное войско приближалось к границам владений падишаха. Али назначили главным над всеми воинами. Прощаясь с женой, он сказал: «Богатырем я не был и не стану. Видно, погибну в битве». «Не бойся, ты вернешься с победой, ведь с тобой будет все войско». Провожая армию, падишах приказал визирю: «Во всем слушайся Али Богатыря. Что он будет делать, делай и ты со всем войском». И вот пришла армия к реке, на другом берегу которой расположился неприятель.
Ни одна сторона не решалась перейти реку и начать битву. Али достал узелок с едой, который собрала ему жена. Вынул лепешку и принялся есть. Откуда ни возьмись, появилась собака, схватила лепешку и наутек. Рассердился Али, бросился за собакой, не заметил, как на другом берегу реки оказался. «Вот их главный богатырь! Окружите его и схватите!» – закричали враги. И пришлось Али отбиваться. От его ударов враги падали десятками. Он был очень силен. А тут и визирь, увидев, что Али побежал через реку, отдал приказ к атаке. Неприятель не выдержал внезапного натиска и обратился в бегство. Али-богатырь вернулся домой победителем. Встречала его жена. Встречал падишах. Встречал весь город. Так Али избавился от страха и стал настоящим богатырем. Текст читал Иван Савуйский. За содействие и помощь канал «Курдское просвещение» выражает благодарность своим друзьям Ларисе Каратиченко, Владимиру Назарову, Ивану Савоськину, Андрею Коршенко и всем другим. Спасибо, друзья, с вами легче жить. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.